Жизнь без воды. Жители улицы Набережной с этой проблемой столкнулись несколько дней назад. Виной тому порывы на линии, которые, к слову, уже начали устранять. Рабочие прорыли траншею, проложили около 300 метров новых пластиковых труб. Мы уже решили этот вопрос с главой сельских поселений и с местными жителями. Обвели его, этот участок, на новый трубопровод. И вчера мы буквально могли бы это завершить. И вот мы закрыли воду, и кто-то полез обратно, открыл воду, и с этим у нас серьезная проблема была. 250 метров пластиковой трубы мы прокладывали, заменили уже железной трубой. И сейчас вода будет лучше поступать. Дело осталось за малым – подвести все коммуникации и засыпать траншеи обратно. Алихан Хамчеев, слесарь, на этом поприще трудится около 4 лет. Обещает, что вода будет уже совсем скоро. Главное – набраться терпения. Все гнилое, трубы гнилые. Как говорится, приходится вот в таких ямах работать. Из-за ремонтных работ на улице Набережной без воды остались и на соседней Ставропольской. Жалобы в нашу редакцию не заставили себя долго ждать. Местные жители посетовали, что горячая линия Ингуш-регион-водоканала всегда занята. Телефон hayetçi жалобу жеряхаз на hayetçi çok телефон латиечи водоканалчай латиечи. Мала жалобичар. Вообще Ставропольский улицы Троицкий. Ну а причина отсутствия воды не новая. Старые трубы мощности не выдерживают, вот и лопаются. Исаак Биев в Троицком живет уже 25 лет. Признается, что проблем с водой практически не бывает. И в этот раз без нее на несколько дней остались только жители 4 улиц. Вы сами видели, как идет. Но летнее время это как? Летнее время в огородах все открывают воду, шланги, насос не выдерживает. Да, давление. И то давление есть. Нормально, алхамдулилlah, все у нас хорошо, пока вода идет. Такого не было, что воды нету. Но были, да, когда вот аварию закрывали там, 2-3 часа, 4 часа. Вот сегодня у нас вода есть, но ту улицу нету. Почему? Потому что там уже идут ремонты. Решать проблему с ветхими трубами и старыми насосами в Троицком начали несколько месяцев назад. Новые водопроводные линии с началом этого года появились сразу на нескольких улицах. Мы закончили новый водопровод, провели по улице Батумская 400 метров. Далее мы поменяли по новой Чапаева 500 метров. Общей сложности в этом году где-то 4 километра трубы будут меняться. Центральная насосная у нас. Здесь стоял насос, подъем было 120, а сейчас мы поставили 160 подъем. И мощность побольше поставили. 8,40 на 160. Сейчас у нас больше воды, и ветхие трубы даже в некоторых местах не выдерживают. А насос сам находится в этой насосной в глубине 120 метров. Временные трудности придется потерпеть. Организовать подвоз воды для местных властей пока не представляется возможным. Водовоз вышел из строя, поэтому придется запасаться водой заранее или у соседей, у которых проблем с живительной влагой нет. К слову, следующая на очереди у водоканальщиков улица Запрудная. Ветхие водопроводные сети начнут менять уже совсем скоро. Тамара Хшагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24.